Приемная комиссия ЮОГУ начинает свою работу. На очное отделение документы принимаются с 1 по 15 июля, а на заочное с 1 по 20. Что касается нововведений, если ранее абитуриенты сдавали зачет по осетинскому языку, то в этом году знания родного языка они проявят посредством экзамена. В частности, напишут диктант. Новшества касаются и абитуриентов, выбравших специальность физическая культура. Они должны иметь спортивную подготовку по избранному виду спорта не ниже 3-го разряда. Мастера спорта и кандидаты в мастера спорта освобождаются от сдачи нормативов. Есть некоторые льготы для некоторых категорий абитуриентов, лица, окончившие школу с золотой и серебряной медалью, а также получившие по окончанию колледжей и техникумов дипломы с отличием, сдают один экзамен. Если они получают оценку «отлично», то освобождаются от сдачи остальных экзаменов. В противном случае сдают все остальные экзамены тоже. На факультете журналистики тоже есть ряд изменений. Теперь по завершению учебы студенты получат диплом об окончании факультета международной журналистики. Документы на факультет принимаются до 12 июля. Абитуриенты в первую очередь напишут эссе. В случае получения незачета они не будут допущены к экзаменам. Для поступления в вуз необходимо представить заявление о приеме, документ о среднем образовании, 6 фотокарточек размером 3×4, медицинскую справку, а также паспорт и документ об отношении к воинской обязанности. Всю необходимую информацию по вступительным экзаменам можно получить на информационных досках, которые вывешены в фойе общежития ЮОГУ, где идет прием документов с 10 утра до 17:00, кроме воскресенья. Анжела Кокоева, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня.